находится в трех точках, их можно назвать три боевые точки, по которым обычно бьют вот эти экстремисты или их хозяева, спонсоры, да, для того, чтобы мусульман сбить, можно сказать, с их традиционного пути и сделать из них экстремистов. Я выбрал вот три точки или три момента. Могут быть и другие, конечно, но вот эти самые ключевые. Вот первый момент, он касается определения веры. То есть, когда мусульманам внушают опять не совсем верное, не совсем правильное определение имана и не дают при этом, например, должного комментария. Например, вот здесь на схеме я показываю определение имана с точки зрения суннитов, ахлю сунна валь джамаа. Да? Есть понятие суть веры, или по-арабски называется хакикатуль иман. Суть веры, которую мы обычно, когда по-арабски говорим, что такое вера, мы говорим таздик биль кальб, то есть подтверждение сердцем. Это мы выражаем в виде вот этой черной точки. Это означает, если вы мусульманин, верующий, у вас есть суть веры. Если вы не верующий, не мусульманин, у вас нет сути веры. Она есть или нет? Это постоянная величина, то есть или ее нет, или она есть. Она не может меняться. Теперь посмотрите на большой круг, он может, белый круг, да, он может увеличиваться и сужаться, может вообще исчезать, а может большим становиться. Это называется аль-иман аль-камиль или полнота веры. Или полноценная вера. Вот у нас, у суннитов, аль-амаль, деяние, входит в понятие полнота веры. Деяние не входит в суть веры, а входит в понятие полноты веры. То есть мы говорим, что деяние это признак полноты веры. То есть если человек что-то нарушил, совершил грех, не выполнил намаз или еще что-то, он все равно не теряет суть веры, а остается верующим человеком. Остается. Но он теряет полноту веры. Такой человек называется грешный мусульманин. Но все равно остается. Это позиция суннитов. Всех суннитов, то есть это большинство мусульман. Следующий слайд. Это у хариджитов. Смотрите, хариджиты, уже вы, наверное, слышали, самая опасная секта, которая была в исламе, которые убивали мусульман, которые выступили против законных правителей мусульман. Убили Али, ради Аллаху анху, убили Усмана, ради Аллаху анху, да? Убивали сподвижников, убивали женщин и детей. Притом убивали только мусульман. То есть у них никаких претензий к, значит, христианам, иудеям, язычникам, никаких претензий не было. Они убивали только тех, кого они считали вероотступниками. То есть Али, представьте, для них был кафир, вероотступник, которого они убили. Вот они как понимали, с точки зрения, опять, вот этих теологических установок, для них деяние было частью сути веры, хакикатуль иман. Поэтому с их точки зрения, если человек нарушил что-то, все, он теряет суть веры. Ее нет. То есть человек становится неверным, вероотступником, муртадом, поэтому его надо убить. То есть вот, когда сегодня в некоторых книгах дается пояснение, например, что такое иман, пишут, иман это подтверждение сердцем, это признание языком, это деяние тоже. Да? Например, амаль биль аркан пишут, например, или биль джаварих и так далее. И при этом не дают толкования. Не дают толкования, которое должно быть. Или выбираем, значит, наш вариант, ханафитский вариант. Мы говорим, что это таздик бирфаль, значит, деяние является только признаком совершенства веры и является то, что мы называем богобоязненность, которая увеличивается, понижается. Вот когда мы даем без пояснения как раз определение, которое похоже на хариджитское, это в конце концов приходит к хариджизму. Человек начинает думать, если деяние является частью веры, значит человек, который не читает намаз, кафир. Тот человек, который не выплатил закят, кафир. Тот, который мог совершить хадж, но не совершил, тоже кафир. Вот чтобы этого не было, надо или правильно пояснять, или давать, как принято, например, у ханафитов. Есть еще другая крайность, следующий кадр. Это мурджииты. Тоже была такая секта в исламе,
Муржииты вообще считают, что деяние никак не влияет на веру. Они считают, если человек уверовал сердцем, все, ты полноценный верующий, тебе гарантирован рай, и деяние никак не влияет на веру. Это позиция муржиитов. Секта, которая была в исламе, которая к чему привела? К тому, что среди мусульман значит, было очень много распутников, грешников, то есть грехопадений и так далее. Почему? Потому что они думали, что они полноценные верующие, и деяние никак не влияет на веру. Это другая крайность. У нас золотая серединка, да? У нас деяние является частью полноты веры, но не входит в суть веры. Так, теперь другой этот. Второй вопрос, он касается вопроса единобожия. То есть первая болевая точка, вы поняли, это определение имана. Если среди наших мусульман распространяют точку зрения, что деяние является частью веры, то рано или поздно это даст свои плоды. Наши дети вырастут и начнут думать, что люди, которые грешат, не совершают намаз, например, не являются мусульманами. Это приведет к такфиру, а потом дальше приведет уже и может привести и более печальным последствиям. Он муртад, его нужно наказать, его нужно убить. Да? Вторая проблема, это уже классификация таухида. То есть это вторая болевая точка, которая тоже в книжках вы очень много это найдете. Особенно те книги, которые нам привозят из Саудовской Аравии, которые переводятся именно с источников оттуда. Там объясняется, что таухид единобожие имеет классификацию. Таухид улюхия, таухид рубубия, таухид асма ва сифат. Вот эта классификация, она тоже новая, ее ввел кто? Ибн Таймия. До Ибн Таймии ни один человек, ни один ученый из салиф такую классификацию не использовал. То есть вы нигде не найдете ни Абу Бакр, ни Умар, ни Абу Ханифа, никто не говорит такого, что таухид делится на улюхи, рубуби, асма ва сифат. Здесь в чем опасность? Ее сразу не видно. Это если в книжке написано, в принципе не страшно. Но когда человек начинает думать, размышлять, и рядом нет учителя, он приходит тоже к опасным последствиям. Когда сегодняшние ваххабиты используют вот эту классификацию, то, как правило, они что говорят? Вот вы, мусульмане, выполняете только вот этот таухид. То есть вы считаете, значит, Аллаха единым Творцом, Господом, вот это вы признаете. А то, что только Аллаху нужно поклоняться, вы это не признаете. Вы Аллаха называете такими именами, значит, которыми Он сам себя, например, не называл, да? Или Он себя называет в Коране так-то, а вы в это не верите и так далее. То есть они говорят, что вот мы нарушаем вот этот таухид и вот этот. У нас в традиционном исламе нет такого разделения на вот эти три вида. Для нас улюхи, рубуби как единое целое. То есть как термин мы можем это использовать. Улюхи, рубуби, но если, допустим, пророк призывал к улюхи, значит он призывал к рубуби. Если к рубуби призывал, значит к улюхи призывал. Когда мы у Аллаха просим, я рабби говорим, да, раб, Господь, раб. Это тоже означает, что мы говорим я иляхи, да, то есть мое божество или мой Бог, да, то есть это одно и то же. И Коран, что интересно, это как раз и доказывает. В Коране слово илях и раб используется как синонимы. То есть есть аяты, которые, допустим, самый легкий пример, это фараон. В одном аяте говорит «Ана раббукумуль а'ля», «Я ваш величайший или высочайший Господь», в одном аяте. А в другом аяте говорит «Я для вас не знаю, значит, иляхи мудери», то есть я не знаю для вас другого божества, кроме меня. То есть один и тот же фараон сначала себя называет илях, а в другом месте называет раб. То есть там, где он раб себя называет, имеется в виду, что он себя и божеством считает. Там, где он себя называет илях, имеется в виду, что он себя раб тоже считает, да? То есть Господом считает. То есть вот эта классификация по Корану, если целиком на Коран посмотреть, она не работает. Это Ибн Тайми, вот эта классификация, которую он ввел, она работает только если взять какие-то отдельные аяты только. Отдельные аяты из Корана. Если весь Коран посмотрите, не работает эта классификация.
И здесь проблема, когда они начинают обвинять, вот вы выполняете только это, а это не выполняете, это идет в завуалированной форме такфир тоже. Обвинение у нас многобожие. То есть, раз у вас неполноценное единобожие, значит у вас многобожие, значит вы многобожники, значит вы вероотступники, значит вас можно наказать. Вот когда ваххабиты в 18 веке появились, как они могли просто так напасть на мусульман, на паломников и просто так их убивать? Это же в голову не лезет. Им доказали, что у этих людей неправильное единобожие. Они многобожники. Они были мусульманами, потом у них стало неправильное единобожие, стали многобожниками, их можно убивать. То есть поняли? Просто так вот прийти мусульманин пойдет убивать просто не будет. Ему внушают, что этот человек является многобожником. Был мусульманином, стал многобожником, стал вероотступником, значит его нужно наказать, убить. Это, можно сказать, вторая болевая точка, по которой бьют экстремисты, или из-за которой как раз появляется этот экстремизм среди мусульман. Следующий кадр, можно? Следующий кадр. К сожалению, в 20 веке появился еще один таухид. Это под воздействием уже работ такого мыслителя, которого звали Саид Кутуб, представителя организации «Братья-мусульмане». После него появляется, он, конечно, тоже был, у хариджитов тоже встречался, но не был оформлен в такой форме. А вот после Саида Кутба он оформил единица, и как Европейский Союз, да, и еще какой-то там союз решает свои проблемы. То есть объединиться, понятно, что невозможно сейчас сделать единое исламское государство. Никто не захочет подчиниться какому-то единому правителю. В каждой стране свой правитель, но можно какой-то союз создать. То есть теоретически ученые об этом уже давно пишут. Мы не сможем сегодня, да, как османский халифат восстановить уже не можем, но мы можем что-то наподобие УИС создать. Об этом пишут. И теоретически об этом говорят, и на конференции заявляют, и наподобие конвенции, наподобие декларации, тоже недавно в Москве была такая декларация. Собрали ученых со всего мира исламских, они выступили, сделали резолюцию и отправили вот этим хариджитам, значит, точнее новым хариджитам, вот этим такфиритам, с доказательствами, с текстами даже из самого Ибн Таймии и так далее. Но, к сожалению, это на всех это не влияет. На кого-то, может быть, повлияет, а на кого-то не влияет. Они продолжают быть зомбированными. Проблема такфиризма еще заключается. Там есть такие крайние формы. Эти люди принимают только Коран и Сунну. Если вы придете и скажете, что сказал Абу Ханифа, сказал имам Мухаммед, или даже скажете, Абу Бакр сказал, вас слушать не будет, вам скажут, иди отсюда мушрик, просто скажут. Только сказал Аллах, сказал пророк. Все. Больше ничего не воспринимается. То есть здесь проблема уже, как бы, она лежит очень далеко. То есть их когда-то давно уже так настроили, закодировали, и сейчас очень трудно их поменять. Получается, вот как Али действовал, когда вот хариджиты появились, Али что сделал? Он, значит, собрал главных сподвижников, например, Абдулла ибн Аббаса, и отправил его прямо туда, к людям, которые потом его, кстати, убили. Да? Он приехал и провел воспитательную беседу. 12 тысяч человек ушли от Али, сказали, ты кафир, и ушли от него. Он приехал туда, Абдулла ибн Аббас, поговорил с ними, то есть беседа, долгая беседа, 10 тысяч обратно вернулся. А вот эти 2000 остались, они начали воевать против Али. И Али уже все, после того, как с ними поговорил, понял, изменить больше невозможно, просто отправил армию и сказал уничтожить. Все. Потому что больше никак невозможно с этой заразой больше бороться, по-другому невозможно. То есть, кого смог, он вернул, кто не смог, он вынужден был с ними воевать. Правда, он поставил потом правило, мы не будем с вами воевать, пока вы на нас не нападете. Но они нападали. И его, как, кстати, вот убили, потом он воевал, аммияды воевали, аббасиды воевали. И в конце концов с этим злом само исламское государство справилось. То есть ученые, в первую очередь, во вторую, полиция, армия. Все. Больше никак с этим злом бороться невозможно. Еще один вопрос. Где можно с вашими работами ознакомиться? Да. Сайт? Интересно, есть у вас сайт? Есть материалы, доступные, имею в виду.
К сожалению, у нас было, мы сделали одно учебное пособие, но оно очень быстро разошлось. И у нас только в библиотеке, в РИУ, по этому пособию мы преподаем. Но сейчас мы подали заявку в КУЗУР. То есть КУЗУР должны в ближайшее время, они это пособие должны выпустить, и оно будет в свободной продаже. Будет называться «Исламские течения группы» пособие. А то, что это которое было пособие, ранее название. Ранее выпущенные, которые вы сказали, что нет. Значит, которые уже на руках, это религиозные течения и группы в исламе. Это пособие, учебное пособие для студентов-теологов 4-го курса. Поэтому это для специально уже подготовленного читателя. А в библиотеке есть, наверное, у вас? Для университета или для медресе? Для Российского исламского института, для Казанского исламского университета сделано. Соответственно, вот, если КУЗУР издаст это второе издание, оно, в принципе, станет доступным уже для всех МЖС. Понятно, что там все эти картинки вы, конечно, не найдете, это уже специальный материал, но у нас запланировано в этом году мы должны к вам приехать сюда. Я приеду, потом, значит, Устаз по фиху приедет, Устаз по акиде. У каждого будет, значит, по 8 часов у каждого будет. И у нас в плане есть тоже набережный Челны. То есть мы к вам приедем тоже, иншаллах. Это в каком месяце примерно? Пока я не могу сказать. Это вот по проекту, вот, именно тот же самый грант, который вы получили, вот как деньги пойдут, мы тоже начнем. То есть у нас уже есть опыт, практически весь этот 14-й год, и сюда я уже приезжал. Правда, не перед вами выступал, перед другими людьми, но практически весь год, почти каждый месяц, иногда по 2 раза в месяц по району мы проехались. А теперь мы к вам специально приедем.